Вклад в борьбу с новой коронавирусной инфекцией и самоотверженный труд премьер-министр России Михаил Мишустин наградил медицинских работников. Среди них медалью Луки Крымского награждена медсестра Якутской республиканской больницы Екатерина Савинова. Сюжет из Москвы. Савинову Екатерину Николаевну, медицинскую сестру пульмонологического отделения Якутской республиканской клинической больницы. Награда нашла своего героя. Медаль Луки Крымского под номером 11 у медсестры из Якутии Екатерины Савиновой. Позади 7 месяцев работы в красной зоне и неожиданная телеграмма с приглашением в Москву на торжественный прием в Дом правительства. Мы работаем всей командой. Врачи, медсестры, санитарки. Это одна команда. Очень тяжело работать в СИЗОах. Надо одевать 2 перчатки, очки, костюмы. И надо каждые 4 часа спускаться, а потом заново одеваться. Это очень тяжело. Особенно летом. Вот. Очки потеют, дышать невозможно, жажда. Даже вот вены не можно найти на ощупь. Это очень-очень тяжело. Сначала все антибиотики, вот антибиотиками лечили. А потом поняли, что это, оказывается, поражает вот сосуды, капилляры, оказывается, вот эта инфекция. И вот изучили, сейчас колят коагулянтами, гепарином, в основном так, разжижает кровь. Это война, это вирус, вообще невидимый как бы враг. Когда люди выписываются, они радуются, что они свободно дышат, без кислорода. Это уже радость. На оборотной стороне медали надпись «За верность долгу и силу духа». Этой медалью награждаются практикующие врачи, средний и младший медицинский персонал ковидных госпиталей, клиник и больниц России. Кто такой Лука Крымский? Значит, да, я в 2 словах скажу, это наш почти современник. Он жил не так давно, он сам вообще по своей профессии медик, очень известный доктор. На определенном этапе стал священнослужителем, и он был особо почитаем в Крыму. Ему удавалось оказывать помощь болящим в очень сложных ситуациях. Сегодня он причислен к лику святых нашей Русской Православной Церкви. Его мощи хранятся в Троицком монастыре в городе Симферополе. Личный подарок постпреда Якутии – икона святого Луки Крымского. До сих пор считается, что после обращения к святому она помогает людям исцелиться. Этот святитель почитается как чудотворец наравне с Николаем Угодником. Сейчас особая ситуация. Сегодня врачи, фельдшеры, медсестры, санитары действительно на передовой. Ежедневно они спасают сотни человеческих жизней. Борются со смертью в красной зоне, без сна, без отдыха, долгое время не видя собственную семью. Помогают не только пациентам с коронавирусом, но и с другими не менее опасными заболеваниями. Такой труд не каждому под силу. Он требует высокой квалификации, полной самоотдачи, ответственности и, конечно же, сильного характера. Ежедневно медики спасают тысячи жизней и продолжают рисковать своим здоровьем. В масштабе страны они стали единым коллективом, дежурными врачами в регионах, вернув уважение общества к профессии медицинского работника. Туяра Константинова, Джоль Березкин, Москва.